Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Сданы 18 из 22 объектов. План по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Якутии выполнен на 92%. Что сделано и что предстоит? Борьба с раком. В Алданском центре амбулаторной онкологической помощи начался прием пациентов. Потенциал Алроса. По этой корпоративной программе молодые специалисты скоро завершат обучение. Сюжет из Мирного. Искусство в подъезде. Студенты-дизайнеры Якутского колледжа технологии и дизайна украсили стены одного из домов по улице Петровского в столице. И как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Ниренгринского района в конце выпуска. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о проекте «Мы – будущее России». Оно направлено на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Один из пунктов указа посвящен введению в практику исполнения государственного гимна Российской Федерации в общеобразовательных организациях Якутии. Также созданию цифровых ресурсов и социально значимого контента, направленных на приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям, национальным целям развития России, отечественной истории и культуре. Указ о проекте «Мы – будущее России» поддержали народные депутаты парламента республики. Когда ребенок поет, выговаривает слова о любви, знает символы своей родины, знает символы своей страны, республики, символы своего района. Это, мне кажется, способствует становлению, формированию его любящей личности, преданной, трудолюбивой личности ребенка. Гимн нашей страны должен знать каждый житель. И действительно это стимулирует, и это развивает патриотизм. Потому что наши дети на самом деле забывают о том, где они живут, как живут и что они должны делать. А мы прекрасно понимаем, что будущее, вообще будущее нашей республики, нашей страны, это наши дети. Поэтому мы должны в любом случае развивать, и я поддерживаю этого Айсена Сергеевича. Тем временем в некоторых районах к исполнению этого указа уже готовы. Так, на днях прошла репетиция Ниренгринской детской музыкальной хоровой школы «Соловушка». К другим темам, порядка 70% семей с детьми в России смогут получать доп. Выплаты с 2020 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 322 тысяч рублей. Ранее министр рассказывал, что с 2020 года на федеральном уровне примут решение по расширению программы пособия на первого и второго ребенка. Оно будет выплачиваться до 3 лет, а не до 1,5, как сейчас. Планка вхождения в эту программу семей тоже изменится. С 1,5 прожиточных минимумов увеличится до 2. На поддержку программы стимулирования рождаемости с 2020 года выделят почти 90 миллиардов рублей. Энергетики ввели в эксплуатацию компрессорную станцию Амгинская на территории Алданского района. Подстанция предназначена для энергоснабжения перекачивающей станции магистрального газопровода «Сила Сибири». Энергообъект полностью укомплектован российским оборудованием. При строительстве применялись инновационные и надежные технологии, благодаря которым у энергетиков будет возможность управлять данной подстанцией из диспетчерского пункта, расположенного в Алдане. Инвестиции в проект составили более 300 миллионов рублей. 39 молодых специалистов в ближайшее время завершат обучение по корпоративной целевой программе «Потенциал Алроса». Она нацелена на развитие профессиональных и личностных компетенций и разработку проектов по оптимизации производства. В программе принимают участие специалисты моложе 30 лет, которые работают в Алросе более 1 года. Все подробности у Романа Муконина.
Вадим Желтухин пришел в «Алроса» в 2017 году. Сейчас его управление отвечает за функционирование и развитие корпоративной системы риск-менеджмента и внутреннего контроля. Помогая руководителям компании избегать возможные риски, он делится своими знаниями и с молодыми работниками. Его информация поможет командам достичь целей проектов, правильно их оценить и снизить возможные риски. У проекта есть цель. Цель, не знаю, увеличить производство на 10% в течение такого-то времени. Риски – это те события, которые с некой вероятностью могут повлиять на достижение этой цели. Это риски, например, связанные с проектной командой, если не будет нужных ресурсов, нужных людей. Риски с работой подрядчиков, если вовремя не будет запущено какое-то оборудование или выполнен какой-то консультационный проект. Риски – это не то, чтобы минусы проектов. Нет, это как раз это другое. Это факторы, которые потенциально повлияют на достижение целей проекта. За несколько месяцев учебы участники узнали много полезной информации, которую они уже применили для составления проектов. Мы участвуем в данной программе с августа месяца, то есть получается уже это наш сюда 4-й приезд. Что мы получили от этой программы? Наверное, расширили свои познания в качестве как руководителей проектов, то есть как их правильно собирать, обсчитывать, делать, то есть работа в команде, как правильно распределять роли, вести задачи, проводить наши совещания. Одна из команд выбрала для проекта Верхнемунское месторождение. Там существуют сложности с добываемой рудой, а вернее с большими размерами кусков породы, которую трудно транспортировать до обогатительной фабрики. Участники предложили оснастить буровзрывные машины специальными программами, датчиками и камерами, которые позволят рассчитывать мощность зарядов, выходя на нужные размеры обломков породы. Станок, когда бурит, он считывает все нужные параметры, в частности крепость горных пород. По итогам анализа этих параметров можно спроектировать необходимые параметры для взрыва. Итоги корпоративно-целевой программы «Потенциал Алроса» для молодых специалистов подведут в январе следующего года. И, возможно, самые успешные проекты получат свое продолжение. Роман Муконин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». В Москве стартовала транспортная неделя – главное отраслевое событие в стране. Форум проводится уже в 13-й раз и традиционно объединяет тысячи участников из разных стран. В рамках форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Параллельно работает и выставка, где производители презентуют свои новинки. Например, там можно было увидеть поезда, которые будут курсировать по московским центральным диаметрам, представлены макеты будущих аэропортов. На форум приехала и якутская делегация. Главная повестка связана с реконструкцией воздушных гаваней в Якутске, Нерюнгри, также Алекминске. Но представители нашего региона настаивают, что этот список необходимо увеличить. Самый сложный и самый трудный и самый нужный вопрос – это реконструкция или строительство нового аэропорта, это в Зырянке. Сегодня река Колыма полосу в течение, может быть, каких-то лет, она снесет ее полностью. И тогда отсутствие взлетно-посадочной полосы приведет просто как огромным проблемам для населения Верхнеколымского района. И мы, естественно, ставим вопрос для того, чтобы этот аэропорт включили в финансирование. Мы как раз и приехали сюда, чтобы поставить эти вопросы перед Росавиацией, чтобы все-таки эту проблему постепенно надо решать. Ну а план по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги в Якутии» выполнен на 92%. Из 22 региональных объектов 18 полностью сданы в эксплуатацию. 3 перешли на 2020 год. Для полного завершения осталось ввести один объект на автодороге Яна. 10 километров участка трассы сдадут в декабре. Фактические отставания по срокам есть у городской агломерации. Из 19 объектов в эксплуатацию не сдан еще ни один, сообщили в Министерстве транспорта. Отмечается, что на работы, которые проводятся сейчас на объектах, не влияют низкие температуры. Все работы по укладке асфальта завершены, а причина отставаний кроется в мелких недочетах, которые рабочая комиссия выявила во время приемки.
Пассажиры смогут приобрести билет более чем за 90 дней в приложении РЖД уже с февраля следующего года. Об этом заявил директор компании по информационным технологиям. Сначала услугу планируют внедрять на самых популярных направлениях Москва-Санкт-Петербург и Москва-Сочи, а в дальнейшем список направлений, на которые можно приобретать билеты более чем за 90 дней, будет расширяться. В Якутии планируют развивать корпоративное волонтерство. Оно в последнее время набирает большую популярность в других субъектах страны. Проецировать опыт коллег в реалиях северного региона будет целевой фонд будущих поколений, также фонд «Семья для ребенка» и Центр по работе с волонтерами. По теме организовали крупный семинар в Якутске. Сюжет Дмитрия Тымырова. Для проведения такого масштабного семинара целевой фонд будущих поколений пригласил ряд экспертов, которые занимаются развитием корпоративного волонтерства в нашей стране. Мы пригласили экспертов из крупных холдинговых компаний, это ОМК и Сибур. У них очень большой опыт работы внедрения корпоративного волонтерства, и мы хотим, чтобы они свой опыт сегодня рассказали нам. Сегодня, как отмечают приглашенные эксперты, корпоративное волонтерство – достаточно развитое направление работы во многих крупных городах страны. Как правило, это ведущие промышленные предприятия. В лидерах корпоративного добровольчества металлургические компании, такие как «Русал», «Сибур», «Норникель», ОМК, «Суэк». Их территория, она немножко отличается, наверное, от республики Саха, но, тем не менее, это движение набирает обороты. Фонд будущих поколений совместно с фондом «Семья для ребенка» и Центром по работе с волонтерами намерены развивать и поддержать это направление и в нашем регионе. Эксперты уверены, в республике корпоративным волонтерством также могут заниматься крупные промышленные предприятия. Я думаю, что наш опыт будет интересен таким компаниям, как «Полюс золота», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», которые работают здесь непосредственно. И, безусловно, конечно, «Алроса». Возможно, уже в скором будущем, благодаря работе Фонда будущих поколений, будут создаваться новые инициативы для поддержки одаренных детей, малоимущих слоев населения, да и в целом для социального развития региона. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Они просят счастья и здоровья для своих близких, а также смартфоны, куклы и машины. В канцелярии российского Деда Мороза рассказали о содержимом некоторых детских писем, пришедших на волшебную почту. Одной из необычных просьб зимний волшебник нашел в письме 9-летней девочки Лизы из Владимирской области. Она обеспокоена проблемами экологии, в частности, обмелением рек. На сегодняшний день Дед Мороз получил уже почти 4 миллиона писем. Послания отправляют как дети, так и взрослые, многим из которых больше 40 лет. Также люди присылают волшебнику свои поделки, подарки и рисунки, рассказывают о своей семье и добрых делах. Вернемся через короткую паузу. 1 минута. Оставайтесь с нами, смотрите далее в программе. Борьба с раком. В Алданском центре амбулаторной онкологической помощи начался прием пациентов. Искусство в подъезде. Студенты-дизайнеры Якутского колледжа технологии и дизайна украсили стены одного из домов по улице Петровского в Якутске. И как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Ниренгринского района в конце выпуска. Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Все регионы к концу года должны предоставить услугу записи на диспансеризацию через личный кабинет пациента «Мое здоровье». Об этом говорится в документе Минздрава России. Пока эту услугу предоставляют только в 48 субъектах страны. Хотя по информации ведомства, все 85 регионов уже завершили интеграцию с федеральной электронной регистратурой. Кроме того, по данным портала госуслуг, за 9 месяцев текущего года доступом к личному кабинету воспользовалось около 8 миллионов человек. Тем временем общественный контроль качества оказания медуслуг запустят в республике. Председатель правительства Владимир Солодов предложил запустить такой механизм для отслеживания повышения качества оказания медпомощи. По мнению Солодова, привлечь к этому можно Госсобрание Илтумен, проводить опросы граждан, информационные системы, в том числе через систему One Click Якутия и другие инструменты. Тем самым региональное правительство готово взять на себя публичное обязательство о том, что качество медуслуг для каждого жителя Якутии вырастет.
И, как отметил региональный премьер, это длительная и планомерная работа. Мы точно гарантируем, что качество нигде не будет ухудшаться и будет расти, сказал премьер. А в Алданском центре амбулаторной онкологической помощи начался прием пациентов. Центр открыли на базе городской поликлиники в рамках федеральной программы по борьбе с онкозаболеваниями. Наш корреспондент Татьяна Вахнина о том, какая работа предшествовала этому событию и какие виды помощи теперь смогут получать жители. Палата Центра амбулаторной онкологической помощи оборудована на 3 койко-места с учетом проходимости пациентов. Центр начал функционировать на базе дневного стационара Алданской городской поликлиники. В центре пациенты смогут проходить первичное обследование и получать лечение, в том числе химиотерапию. Пациенты приезжают к нам со схемами, которые им расписали химиотерапевты, онкологического диспансера. А тут, согласно этим схемам, мы проводим лечение. Работа по организации Центра амбулаторной онкологической помощи началась в первой декаде 2019-го. Его открытие предусмотрено федеральной программой по борьбе с онкозаболеваниями. Осенью Алданская ЦРБ получила лицензию на оказание амбулаторной онкологической помощи. Очень много идет нормативных документов, обучение кадров, приобретение оборудования, разработка маршрутизации. В Центре амбулаторной онкологической помощи оборудованы 2 процедурных кабинета. В одном из них установлен ламинарный шкаф, предназначенный для приготовления лекарств химиотерапии. В ближайшие недели появится колоноскоп. Новообразование кишечника занимают 3-е место в общей структуре онкозаболеваний. Колоноскопию будет производить врач-эндоскопист. Хотелось бы, чтобы больные были поответственнее по отношению к своему здоровью. Потому что бывают такие случаи, что даже не хотят идти, болеет человек, но и не хочет идти в больницу или в поликлинику на прием. Кроме колоноскопии и анализов, на базе онкоцентра будут также производиться рентген и маммография. Сейчас рентген-кабинет работает только на базе стационара. Чтобы сделать снимки, пациенты из поликлиники отправляются на другой конец города. В ближайшее время аппараты будут установлены в поликлинике. В зависимости от локализации процесса или подозреваемой локализацию процесса будут проводиться это обязательно рентгенологические исследования, в том числе компьютерная томограмма, маммография молочных желез, эндоскопические исследования. Открытие Центра онкопомощи в Алдане актуально. Число раковых заболеваний растет. В настоящее время на учете у специалиста состоят более 600 человек. В прошлом году у нас было выявлено 145 человек. В этом году у нас уже будет больше. У нас уже на данный момент, по этот месяц, у нас уже 165 человек выявлено. В Якутии по количеству онкозаболеваний Алданский район в числе лидеров. Согласно статистике, в количественном отношении большую часть занимает онкология легких, женской мочеполовой системы и органов пищеварения. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мужчина, который с крайним истощением был доставлен из психоневрологического диспансера в Максоголохе, выписан из районной больницы в Покровске. К слову, это не единственный подобный инцидент в республике, получивший общественный резонанс. Сюжет нашего корреспондента Сусанны Рожиной. В конце прошлого месяца эти фото вызвали шок у пользователей соцсетей. Сегодня пациент психоневрологического диспансера, который с крайним истощением был доставлен в Хангаласскую ЦРБ из Максоголоха, выписан из больницы. Заболевание, которое есть у Ивана, данный вес, который был при поступлении и сейчас при выписке, без изменений, не уменьшился и не увеличился, в общем-то, стоит на одном месте. При его заболевании это считается нормой. Ивана, или как здесь ласково его называют Ванечку, ведь в свои 21 год он выглядит как 10-летний ребенок. Снова забирают врачи психоневрологического диспансера. Законное опекунство над пациентом у них. Что мы его забираем домой, все о нем проживающие вспоминают, что всегда интересуются его состоянием. И вчера мы им объявили, что он выписывается. И они были очень рады, что Ванюшка возвращается домой в наш интернат. В больнице молодого человека за короткое время смогли поставить на ноги в буквальном смысле этого слова. Но совсем другой исход был у пожилого постояльца частного пансионата «Милосердие», который был доставлен из Алданского района. Пожилой мужчина скончался в приемном покое республиканской больницы номер 2.
видим на сегодня нарушение действующего законодательства. Собственно говоря, надо сказать, что кроме еще из той причин, что на сегодня видится на поверхности, это действительно, я уже как отметила, то, что гражданина отправили в крайне тяжелом состоянии. Материалы переданы в прокуратуру и следственные органы. Идут проверки по обоим случаям. В целом вызывают вопросы качества социальной работы не только в самих спецучреждениях, но и контролирующих их органов, а также муниципалитетов на местах. Мы продолжим следить за этой темой. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Покровск, Якутск. В Ленске подходит к завершению реконструкция двухэтажного здания под социально-реабилитационный центр. Ранее там находилась аптека. Согласно проекту, в здании разместят несколько спален, учебно-игровые комнаты и другие бытовые помещения, необходимые для комфортного проживания и питания постояльцев. Также к зданию будет подведено новое теплоснабжение, территорию центра благоустроят и поставят ограждение. Сейчас там фактически мы передаем под детский реабилитационный центр. На ремонт мы уже потратили порядка 22 миллионов, вложив свои деньги. По сути говоря, также, хотя это не наши полномочия, но сейчас прокуратура пытается нас оспорить. Там 3700 мы выделили на покупку мебели, раз уже мы здание сделали ремонт. Не хочет, чтобы туда они заехали в старой мебели, там уже пошарпанной, убитой. Студенты-дизайнеры Якутского колледжа технологии и дизайна украсили стены одного из домов по улице Петровского в столице. Теперь соседи встречают не безликие скучные стены, а практически произведения искусства в национальном стиле. Сюжет Ульяны Шагиной. Для Ольги Никифоровой это не первый опыт раскраски подъездных стен. В этом году она оканчивает колледж технологии и дизайна и с радостью делится с первокурсниками своим опытом. Очень тяжело контролировать за процессом полностью, так как впервые я не одна работала, а под руководством у меня было 2 группы, моя и первокурсники, и вот с ними еще было тяжелее, так как они еще дети, они любят отлынивать там чуть-чуть там. Надо их немножко к работе, так сказать, подготовить. Всего в процесс вовлечены пара десятков студентов. Работают они здесь уже 4-ю неделю и практически завершили покраску в первом подъезде, где они выполнили все в национальном якутском стиле. Помимо этого, первые 4 этажа обычной 9-этажки рассказывают о временах года и об обитателях якутской тайги. Нет слов от такой красоты. Заходя в наш дом, многие думают, что они рисуют с трафаретом. Я говорю, никаких трафаретов. Видите, говорю, на руках карандаш держат, вот это их не трафарет. Инициатором этой идеи выступили сами жильцы. Они же купили ребятам акриловые краски, которые, кстати, без запаха и не доставляют соседям никаких неудобств. Концепцию это мы создавали вместе, идея была очень сильно поддержана. Вот все это сегодня вы видите, то, что практически все получилось у нас. Жители просто рады. Вы знаете, вообще такое удохотворение, такое просто приподнятое настроение. Мы даже на этом основании стали более дружны, более, как говорится, сговорчивы. У нас все стало вообще просто здорово работать. Ну а во втором подъезде, заходя с холода, попадаешь в такую совершенно непривычную для нас атмосферу, для Якутии, в жаркие тропики. И таким образом здесь расписаны все 4 этажа 9-этажного здания. Здесь, к примеру, можно увидеть вот такое красивое панно с розовыми фламингами, которые не спеша прогуливаются по воде. В рамках занятий наши студенты могли что-то сделать красивое для города именно, как акцию, которая начала бы украшать все дома в городе. Теперь жители этого подъезда, заходя к себе, сразу попадают в жаркие тропики, где их встречают фламинго, туканы, попугаи и павлины. Вот такую красоту, проявив всего лишь инициативу, смогли создать жильцы совершенно обычного жилого дома. Теперь довольные соседи призывают всех горожан также украшать свои безликие подъезды. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжаем акцию, посвященную 75-летию победы над фашистской Германией. Сегодня на нашем канале Якутия-24 в 21:00 смотрите фильм, произведенный нашими коллегами 35 лет назад. Мы решили сохранить фильм в изначальном виде, не подвергая монтажу. Напоминаем, в кадрах хроники будут показаны герои тех лет, ветераны, о которых и по сей день мало что известно. Поэтому, если вы увидите знакомые лица, родственников, просим вас обратиться к нам в редакцию и рассказать о событии, либо об этих людях.
Нам важна любая информация. Телефон горячей линии редакции 4208 88. В благодарность за участие в создании материала наш телеканал передаст вам в подарок этот видеофильм. Итак, акция «Мы помним» сегодня в 21:00 на нашем канале. На этом завершаю выпуск. Далее смотрите обзор новостей и событий Нерюнгринского района. Слово передаю коллегам.